А что такое Сбербанк? В данном случае он является инструментом политического давления России на нас. А сам по себе Сбербанк – это до последнего времени, до 2020 года, фактически это была частная организация, его правительство России выкупило в прошлом году, в апреле 2020 года, выкупило 50% плюс одну акцию у Центробанка российского. И сегодня, вот получается, формально владельцем Сбера является правительство России, но из оставшихся практически половина акционеров, половина акций, там несколько десятков банков, международных фондов и других организаций Америки, Европы, Азии. Например, такие как Bank of America, JP Morgan. Кстати, Герман Греф, председатель правления Сбербанка, является членом правления JP Morgan Chase. Там такие организации, как Paribas, HSBC, Банк Китая, Mitsubishi представлено, Королевский банк Канады. Вы представляете, это все акционеры Сбербанка, которым мы отдадим всю информацию о своем народе. Личные данные, медицинские данные, финансовые данные, нотариальные все данные сделки, данные о наших, это же ЕГОВ платформа, данные о наших спецслужбах, МВД, армии. То есть вся информация о стране так, будет отдаваться частной организации фактически, у которой в акционерах полмира, причем не простые полмира, а именно те, которые выражают интересы глобальных игроков. Вот. В чем здесь смысл? Причем мы же еще и заплатим за это $500 миллиарда. Это сейчас примерно оценивается стоимость того, что будет строить на своей платформе, на вот этой платформе ЕГОВ, программу будет строить Сбербанк за наши деньги $500 миллиарда. И я еще не говорю о том, что, допустим, если это будет сделано, не дай бог, конечно, то ежегодное обслуживание этой программы будет обходиться в десятки миллионов долларов. И здесь уже мне представляется, что наша ЛРТ уже, слушайте, это гаснет, тухнет на фоне вот этих расходов. Вы понимаете? Это полностью, это называется, мы полностью попадем вот, под частную организацию, российскую, зарубежную. Мы отдаем свою государственную программу частной зарубежной компании.